Легчайшее поклонение, которому сегодня проявляют небрежность среди большинства людей, является величайшим из дел, вводящих в рай, за которое воздается больше, чем за другие дела. Но, к сожалению, большая часть из нас беспечна к нему. В свидетельство того, что я говорю, послушайте следующий пример, а затем я задам вам вопрос. Хадис, который многие из нас знают наизусть, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Два словосочетания легче на языке, но тяжелые на весах. Тяжелые на весах и любимые для милостливого». То есть тяжелые на весах. Те деяния, из-за которых опустится чаша весов с добрыми делами. А знаете ли вы об этих двух выражениях? Я думаю, что многие из нас знают их наизусть. А теперь вопрос. Сколько раз за сегодняшний день мы вспомнили об этом зикре? Вы сейчас меня видите и слышите. Начиная с утреннего намаза и до этого момента, сколько раз вы прочитали этот зикр? Это и есть то, что называется небрежностью. И это говорит о том, что человек нуждается в том, кто напомнит ему об Аллахе Великом и Величайшем. Мы учим аяты, хадисы о зикре, однако язык не смягчается, не намокает для чтения зикра Аллаху Великому и Всемогущему. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. В один из дней пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был в пути со своими сподвижниками. И когда они проходили мимо горы под названием Джубдан, эта гора и сейчас известна в Саудии, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увидев эту гору, сказал сподвижникам: «Идите, двигайтесь дальше, это Джубдан». Он сообщил им название этой горы, а затем сказал им то, что не прошло мимо них. То, что не осталось незамеченным. Он сказал: «Опередили Муфаридун». Тогда сподвижники спросили: «Опередили Муфаридун? Неужели есть кто-то кроме нас? Кто такие Муфаридун, о посланник Аллаха?» А ведь сподвижники не любили, чтобы кто-нибудь опережал их в делах. И они спросили: «Кто такие Муфаридун, о посланник Аллаха?» На что он им ответил: «Это те из числа мужчин и женщин, которые часто упоминают Господа». А являетесь ли вы из тех, кто часто поминает Аллаха? Ночные утренние зикры, зикры входа и выхода из дома, перед едой и после нее, перед сном и при пробуждении, перед тем, как одеться и перед тем, как сесть в транспорт. Являешься ли ты тем, кто поминает Аллаха все время? Являешься ли ты из тех, кто произносит «Субханаллах», «Альхамдулилля»? У Абу Хурайры был вирд. Знаете ли вы, в чем заключается этот вирд? Он каждый день 12 тысяч раз произносил «Субханаллах». فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. А являешься ли ты из тех, кто произносит «Субханаллах»? У одного из праведников умерла дочь. И он увидел ее во сне и обратился к ней: «О, дочка, что ты сейчас делаешь?» Как мы знаем, когда умирает ребенок, он попадает в рай и находится вместе с Ибраимом, любимцем Аллаха. Дочь ответила своему отцу: «О, отец, поистине мы в нашей теперешней жизни знаем, но ничего не делаем. У нас нет дел, но мы увидели истину. А вы делаете дела, но не знаете то, что является истиной, и у вас только дела. Вы работаете, но не знаете». Затем дочь сказала отцу: «Поистине мы узнали то, что произнесение слов «Субханаллах» лучше, чем весь этот мир и то, что в нем». Каждый из вас, кто видит меня и слышит, скажите «Субханаллах». قولوا سبحان الله. قولوا سبحان الله العظيم وبحمده. قولوا سبحان الله وبحمده. شوفوا التسبيح هذا. Что же это за зикр? Этим зикром Аллах удаляет и очищает все недостатки. Нет зикра более величественного и более легкого. Это легкие слова, однако награда за них велика. Один из